Огурчики-то свои, да? Да, утренние. А морковка? Нет, да? Морковка нет еще. Маленькая еще у нас. Да. Но лучок-то тоже свой. Свой. Лучок-то тоже свой. Красота. Люблю это время года, когда уже на огородах что-то есть. Грибочки, ягодки. Вообще кайф. Самое то. Так, ребят, всем привет. Не знаю, как будет освещение. Сегодня мы в беседке, не дома. И сегодня, ребят, у нас очередная готовочка. Давно уже не готовили. Ну, сезон, ребята, урожая, осень. На огородах у нас поспевает, хоть живем и на севере, но тоже что-то выращиваем и что-то у нас свое есть. Те же огурчики, те же помидорчики. Вот. Ну и, понятное дело, консервируем, ребята. Консервируем на зиму, заготовочки, да, так скажем. Ну и, естественно, для походов я очень уважаю там баночку взять какого-нибудь своего соленья. Красота. Ну и, конечно, там угощать. Вот. Мы, ребят, сегодня решили приготовить именно заготовку супную. То бишь это будет полноценный суп, ребят. В добавлении в кастрюлю там добавить мясо, картошки, да? И у нас будет полноценный суп, ребят. Сегодня у нас рассольник. То бишь мы сегодня будем заготавливать именно баночку для рассольника. Вот, чтобы это не заморачиваться, так скажем, приготовки, достаем банку. У нас уже отваривается мясо какое-то там, да? Мы выливаем эту баночку, там 15 минут, ребят, суп готов. Очень круто, очень быстро и вкусно. Вот. Супы мы любим. Мы готовим большую кастрюлю и едим прям, не знаю, вот вчера вот Юрий наготовил у нас харчо, да? Угу. Так что вот лето, ребят, жарко, да, ну мы вот супы очень любим, уважаем. Тем более вот большую кастрюлю готовим. Вот, ребят, так что давайте с нами потихонечку сейчас побеседуем. Ничего сложного, мы уже обладатели, ребят, 3 автоклавов. Я вам повторяю, что у нас, кто следит за нами, кто следит за моим каналом, ребят, знают, что начинали мы с Фенсал Мини, потом прикупили чуть побольше Фенсал 2. И сейчас у нас новинка, правда еще, ребят, мы его не тестировали, я показывал обзор, кому интересно, можете посмотреть. Но мы еще, ребят, его не заряжали. Не знаю почему, но что-то все некогда, все это как-то так. А сегодня прям вот, ну, 10 баночек в старом добром маленьком автоклаве заряжаем, готовим, такие дела. Так, Юрий, ну что, поздоровайся. Всем привет. Не забывай, у нас же люди там смотрят, они постоянно пишут, ты, говорит, не поздоровался, тебе дизлайк. Как-то так. Так, ну что, рассказывай, что у нас сегодня, какой процесс? Свежий огурец? Да, свежие огурцы. Ну, обычно на 6 банок я дома готовлю у меня. Здесь надо на 10 сделать. Обычно идет килограмм огурцов. Это рецептура, да, получается? Да, это на 6 баночек 0,5, я вам расскажу. Здесь я просто немножко увеличила. Получается килограмм огурцов, 400 грамм лука, полкило моркови, 400 грамм томатной пасты, 400 грамм растительного масла, 100 грамм перловки, ну, там в зависимости, смотря какая перловка, у нас здесь поменьше перловка диаметром, я ее немножко побольше положу. Уксус 70% нужен будет в конце, там немножко совсем, 1 десертная ложка. Соль, сахар. Сахар получается на 6 баночек 100 грамм идет. И 2 столовых ложки соли. Ну так, перец и горошком. И лаврушку по чуть-чуть положим. Огурцы свежие. Потому что все знают, что в рассольнике идут соленые огурцы. Но фишка заготовки в том и есть, что готовится рассольник из свежих огурцов. Они за счет уксуса там доходят. Они будут как раз такие, соленые, да, маринованные. Вот так вот, ребят. Так что огурцы вот как раз сейчас у всех, наверное, в парниках присутствуют. И самое то вот заморочиться. Не надо, то бишь, их солить. Если так готовить рассольник, долго, конечно, потому что перловку долго варить. Ну вот я тебе про то и говорю. Да, а тут быстренько. Вот получается, ребят, 10 пол-литровых банок, это как раз 1 банка, да, плюс-минус на кастрюльку, да, Да, статистической да, семьи. Да. Соответственно, 10 баночек, ребята, ну это сами понимаете,
Это хороший запас такой, прям вот на зиму. Там понятно, что не каждый день же будешь готовить. Там раз в недельку, там супчик какой-нибудь, там, хопа, рассольник сегодня. Баночку достаем, бац, у нас суп готов. Ну, мы также готовим еще борщ. Мы делаем болоньез на зиму, мы делаем щи, мы делаем солянку. Гороховый. Гороховый, так что... Так что вы понимаете, ребята, да, что вот сегодня у нас будет рассольник. Допустим, через недельку мы с Юриной сделаем заготовку болонеза или, допустим, борща. То есть борщевая заправка. Ну, у нас пока свекла еще не подошла, вот свеколка подойдет, ребята, и уже будет. То бишь, короче, как у нас что вырастает, так и будем мы немножко вот заряжать автоклавы. Обязательно. Кабачковую икру я уже сделала. Да, кстати, есть кабачки, ребята, у нас растут, кабачками все в порядок. Каждый год, в принципе, у нас с кабачками затор. Мы их потом раздаем, и никому они не нужны. Да. Есть такое, потому что... Если тебе осенью никто не предложил кабачок, значит ты неуважаемый человек. Да. Заходишь в гости, у всех лежат на полках такие батареи, кривые всякие. Вот. Но мы стараемся небольшие срезать, не держим такие крупных, потому что поменьше он вкуснее, помягче. Вафли делала из кабачков. Кстати, вообще класс. Такой завтрак вообще классно, ребята. Так что движуха идет потихоньку, так-то мы, может, и не показываем, но на самом деле как бы... Каждый день кушаем, да? Каждый день кушаем. Ну, все слышат, каждый день кушают. Как говорится, война войной, а покушать надо 100%. Просто на камеру некогда это делать. Так, ребят, ну, в общем, что, сейчас идет нарезочка. Огурчик, как вам сказали, получается. Юрина вам рецептуру рассказала, кому интересно. На перемоточках прослушать. Не знаю, может, если не лень будет, в описании напишу, ребят. Все кубиком, все как обычно. Обычно, когда дома делаю, я лук, морковку обжариваю. Ну, здесь я не буду этого делать. У меня такой ленивый рецепт. Все накидаем. Ну да, на самом деле, ребята, вот приобретением вот этой вещи, блин, вот много чего плюсов мы, конечно, подузнали. Вообще, до сих пор еще говорю, и постоянно, когда мы что-то готовим, я говорю, ребят, кто не приобрел автоклав, блин, ну это много чего потеряли. Да неважно, деревня, вы живете или в городе. Вот выходной провести вот с семьей, там, знаете, с детьми, там, вот вместе заняться вот этим делом, как бы провести такой там денечек готовки. Всем понравится, мне кажется. На самом деле, очень-очень классная вещь. И для охотников, и рыбаков, и не только. Быстро просто и удобно. Да, очень быстро, ребята, экономит ваше время на самом деле. Продукция хранится 2-3 года, как заявляет производитель. Ну, в общем, консервация, сами понимаете. Ну, 2-3 года у нас не живет это все дело. У нас это за год, в принципе, все уходит. Да. Так что вот как-то так. Ну что, сейчас все нарезаем и дальше потом Юрина нам будет рассказывать, что почем. Пришел кот сиамский, соседский кот, ребята, постоянно сюда к нам приходит, когда мы здесь готовим что-нибудь. Что-нибудь всегда перепадает ему в плане рыбки. Ну, сегодня у нас диетический, не диетический, а этот
как сказать, вегетарианский. Так что кот, ты огурцы не будешь есть. Хотя собаки у нас кушают огурцы. У нас йоркширские терьеры, у нас пополнение. 3 маленьких. Кому надо, ребят, пишите. Юрий нас занимается. Как раз уже месяц, скоро будем продавать. Я сегодня открыла бронь. А, уже на Авито, да, выложила? Да. Так что такие лапушки. 2 девочки и 1 мальчик у нас. Ну и у нас еще мама получается и дочка. Короче, у нас 5 штук. В хате носятся, как выйти. Так что как-то так. Ну, не знаю, ну, красивые, умные собачки, ребят. Ну, понятно, что они там домашние, я имею в виду. Как бы. Я вон Юрию не говорю, дай мне кого-нибудь на рыбалку свозить, съездить. Так, ребят, ну что, огурцы у нас уже порезаны. Морковочка порезана. И лучочек. Чесночка нету, да? Или Нет, не надо? Не надо. Вот. Погода, ребят, классная. У нас середина августа. Уже картошечка начала желтеть. В принципе, можно уже потихоньку начинать копать. Вот, скоро этим будем заниматься. Ждем, не дождемся грибы. Сегодня, завтра, послезавтра, ребят, должен быть начаться уже выход боровиков, сезон грибов. Такие дела. В общем, лето дурацкое. Лето никакущее. Сначала было холодно. Вообще, июнь был холодный. Дожди. Пол июля шли дожди. Вот сейчас конец июля, что-то еще какая-то погода была. И теперь ничего расти не может, потому что нет дождей. В общем, видите, ребят, нужны были дожди. Изначально тепло, когда все посадили, ничего у нас не начало расти. Огурчики вот такие маленькие, еле-еле ботва там начала расти. Потом все залило, все было сырое. И сейчас жарко, сейчас вот вода нужна, и нет воды. Короче, вообще ни 2, ни 1,5. Так что, не знаю, беда полная, сезон вообще отвратительный. Вообще. Ну, как-то так, в общем, ребят. Ну, не знаю, себе на поесть мы что-то все равно соберем. А так, в плане, кто занимается там фермерством, ну, это вообще жопа полная. Вот у нас тут ничего бы ты не поимел. Ну, на севере, в принципе, у нас-то этим никто и не занимается. Такие дела. Так, тут 900 грамм. Слушай, а вот рассольник же можно еще с рисом заделать, да? Или в основном с перловкой? Слушай, я не знаю, с рисом я никогда не пробовала рассольник. Я делаю только с перловкой. Это, в принципе, правильно. Ну да, я ничего не спорю, просто вот, не знаю, от кого-то я слышал, что ли, что... И отваривать мы ее не будем, мы ее замачиваем. Все, помоем ее и, в принципе, не знаю, там... Сорты, конечно, разные, не знаю, в магазине Юрина именно вот эту взяла. Вот, перловка тоже зависит, ну, как и рис, и гречкой. То бишь, тут, ну, надо смотреть, получается, какого качества, я так понимаю, правильно? Да, но есть весовая, она не подходит совсем. Ну, весовую мы собаки берем, варим, да, вот этой большой собаки. Как бы она такая плохого качества, я так понимаю. А вот эти и подороже, и, не знаю, и в пачках они, наверное, чем-то отличаются. Шлифованные. Может быть, кстати, да, скорее всего, может быть. Кстати, делали ребята кашу в автоклаве с перловкой. Вот такая вещь. Перловка на самом деле это просто бомба. Готовится тяжело, как и горох, да, но в автоклаве, ребят, это просто изумительно. И очень сытная вещь, вкусная. И полезная, кстати, для желудка, ребят. Перловка это очень полезно. Так, замачиваем перловку. Опять же, все на глаз, но вот пропорции на 6 банок вам Юрина сказала. У нас на 10, то бишь мы чуть побольше все добавляем. Ну, получится у нас, ребята, 9 банок. Ничего страшного. То бишь этот автоклав предназначен на 10 полулитровых банок. Соответственно, здесь хоть одну банку ставь и готовь. Ничего страшного не будет. Ну, понятно, что 11 банок уже не залезет туда. Вот, такие дела. Все. И опять же, ребят, мы готовим, точнее, мы подготавливаем все в одной таре. Если раньше мы брали банку, сыпали перловки, потом мясо, потом перловки. Не, лучше в одной таре, ребята, это все тщательно
перемешать, подсолить, попробовать на вкус даже, поверьте, да, ничего страшного, нормально все это можно пробовать. И уже все прям руками можно там чик-чик-чик перемешать и уже накладывать уже, знаете, ребят, как готовое блюдо уже для приготовления. И тогда в баночке все классно получается, и хватает и лучка, и морковки, ну, понимаете, да, нежели если его сыпать там рядами, как-то вот слоями, ну, такое себе. Во-первых, и посуда, не используешь кучу посуды, там нарезка того, у нас все, видите, все в одно идет. Вот этот тазик плюс-минус как раз подходит под 10 банок пол-литровых. Так, лучок готов. Огурчик готов, ребят, морковочка готова, перловочка готова. Идем дальше. Сахар. Так, мне нужен стакан. Стакан. Что, отмерять будешь? Да, где-то надо, грубо говоря, 150-200 грамм. А то сейчас 200 сыпануло больше. Ну, 200 что-то сюда. Ну вот, 200 грамм. А сахар зачем? Ну, по рецепту так. По рецепту? Но сахар, он всегда балансирует соль. Ну да. Это вкусно. То бишь, ребят, более если вы готовите там паста. гуляши, томатную пасту добавляете, сахар добавляете, он сбалансирует. Я уже этого понял, потому что я наготовился. Ирина говорит, кислота твоя. Вот сахарку добавьте пару ложек, и будет ровный вкус. Кислоты вот этой не будет. Так, соль. Соль была. Так, Растительное масло. Тут, наверное, 900 грамм. Ну, пол бутылки смело. Бутылки, да. Смело, ребята. Пол бутылки смело льем. Ну, слушай, получится так. Мощно, сочно. И сколько, ребят, пробовали, ну, на самом деле, испортить никак нельзя. Вообще никак нельзя. То бишь, чуть-чуть пересолили, там, чуть-чуть не досолили, там. Всегда можно сбалансировать потом водичкой, знаете, там, картошечкой и так далее. Томатная паста. Вот столько томатной пасты. Я даже не знаю сколько. Ну, я же сказала, где-то 500 грамм нужно. Угу. Банка у нас большая. Ну, она уже открытая была. Я уже готовила. Так, все. Ах ты, Вася. Чего-то тут прям замес такой серьезный. Так, ну и вода нужна. Водичка, да? Водичка присутствует у нас. Ключевая, с Видимо, колодца. Нет, давай мы это А перемешаем. уксус? Да, сейчас воду мы дольем, наверное, скорее всего, в баночке уже. В баночке? Да, немножко положим. Чуть больше половинки. Угу. Где-то до сюда мы положим. И потом вода? Вода, да, потому что перловка набухнет. Ну, не знаю, как скажешь, шеф, что. Ну вот, друзья, в принципе, плюс-минус еще уксуса надо добавить. А лаврушку и горошек, перец, ребят, это в баночке положим отдельно вниз. По 3 зерна и там по одной этой. Ну и уксус. С этим вот поаккуратнее, ребят, с уксусом, конечно. Ох, прям в нос дал прям. Все. Ну все, в принципе, вот, ребята, наш рассольник. Заготовка к рассольнику. То, что нужно. А зимой потом достаем кусок говядинки. Все это на отварчик на пару часиков, на 1,5 часика. Потом картошечки и баночку туда нырк. Солим до вкуса, перчим. Все, ребят, суп готов. Такие дела. Так, ладно, что, Юрий, в принципе, все готово здесь уже. Да. Надо заряжать автоклав, ребят, готовить. Сегодня у нас, кстати, будет небольшой тест. Сейчас я вам все расскажу. Бродяга, наш бродяга. Консалмини, ребята. Сейчас вот уже, конечно, много чего изменений именно у ребят с компании Ханки. Кировская область, недалеко от нас. Дощечки делают, гравировочки уже, ну, как бы смотрю, уже ручки изменились, клапана, уже смотрю, модернизация прям очень на глаза. Все, клапаны изменили, это изменили, как бы, ну,
Молодцы, не стоят на месте, это радует. Совершенствуются, совершенно верно, Лариса Юрьевна. Так, у нас 2 поддона, нижний ряд, 5 банок закрываем фальш-тонким дном и верхний ряд. Все. Вот за столько времени, ребята, у нас вот этот резинка. Мне многие писали, что полопалась резинка. Не знаю, ребят, вот смотрите. Силиконовый вот такой уплотнитель, который идет сюда вот. Блин, ну ему вообще ни хрена ничего. Не знаю, у кого там что полопалось. Но опять же говорю, можно все дозаказать, фурнитуру отдельно. В компании можно приобрести, ребят, все. Крышки, банки, короче. Вообще. Прям никуда не надо лазить. Все прям на месте. Так, водичка 1,5 литра. Готовим на пару. Вот. Тоже, кстати, очень удобно. Получается не очень тяжелый он. Все, огонь. Все, у меня автоклав готов. Так, ребят, баночки у нас готовы. Кто-то спрашивает постоянно, стерилизуете, не стерилизуете. Ребята, обязательно моем, отдаем. Но в автоклаве, как многие мне писали, может это и не делать. Потому что под таким давлением там все будет хорошо. То бишь, ну, у нас на канале есть опытные автоклавщики, автоклавировщики. Я не знаю, как их правильно называют. Но советы тоже постоянно пишут. Ребят, спасибо, мы читаем комментарии. Вот, что-то берем от вас, как бы. Что-то вот, какие-то плюшки, добавления, вот я, как бы, люди пишут, и мы читаем. Ребят, спасибо огромное. Так что пишите, всегда приятно что-то почитать. Так, банки готовы, ребят, добавляем горошек. Вот, 3-4 там зернышки, там, неважно. Ну и по листочку, наверное, во Нет, по кусочку. Даже по кусочку, да? Да, потому что потом уже там, когда будет суп сам. А, ну да. Это так. Согласен. Немножко пикантность, да, да, да? Да. Вот, ребят, ну, в общем, вы понимаете, да, что под любой суп, получается, можно сделать такую вот заготовку. Гороховый, борщ, что там, Марис, ты еще говорила? Рассол, солянка. Болонезы. Болонезы, да, это то, что я Сыпется у тебя там что-то все. готовлю. Так, ну все, и закладываем. Сейчас посмотрим. У нас что-то вот всегда 8-9 банок у нас. Там плюс-минус одна банка. Что-то у нас как-то она выпадает, что ли. Но что-то сегодня, говорит, с водой хочет сделать. Ну, конечно, как потом перловка будет выпариваться? Вода в этот рецепт идет. Но вода-то и не выпарится, мне кажется, оттуда. Нет? Тут, смотри, хорошо масло, хорошо и так соуса. Ну, давайте, да, сделаем с водой. Я не спорю. Вот. Хотя, по-хорошему, конечно, лучше ее запарить, отварить, да? Приготовить ее, да? Да. Чтоб уже, ну... Да, даже я тебе говорю о чем, что даже в полуготовую перловку туда по рецепту все равно идет вода. А, ну все, тогда вопросов нет. Надо же чуть-чуть тоже поумничать мне. Как бы. Я понимаю, что рецепт есть. Есть какая-то рецептура. Кстати, пишите, ребят, как вы, чем занимаетесь, именно какие заготовочки. Вот кто-то такого плана что-то делает, тоже интересно будет. Вот, у нас сейчас сезон, в принципе, и вот каждую неделю, наверное, мы что-то будем делать. Так что пока вот что-то вырастает, огурчики, пожалуйста. Кабачки уже, икра готова. Икра, ребят, изумительная прям. Ну, потом вот свекла, свекольнички там и так далее. Ну, удовольствие, ребят, готовить одно удовольствие. Тем более, когда лето, жарко, да, вот автоклав все равно простоит 1,5 часа на плите и, соответственно, даст температуру дома. А на беседочке вот так вышел, ну, милое дело. Все-таки круто, ребят, я считаю, конечно, когда, ну, вот так спокойно вышел, приготовил. Это свои такие плюшки. Ну, кто дачу имеет, тот понимает, наверное.
Зимой здесь, да, ребята, не посидишь, конечно. Тайга, снег такой хмурый, а вот летом, летом очень здорово. В деревнях летом, конечно, жизнь закипает. Приезжают много всяких детишек в отпусках к бабушкам, как бы деревню как-то, ну, такой движ, что-то купаются там, а зимой вот что-то такой брак. Одни собаки, короче, когда холодно. Ну, на улице поприятнее, когда погодка. Размазали, ребят, на 10 банок, плюс-минус. Вот, и сразу пошла заливочка. Как раз заодно и тазик моется. Водичка используется. Ты знаешь, там суп готовишь, тушенку банку вылил, и этот супа, знаешь, жик-жик-жик, банку помыл, чтобы все до единого туда попало. Конечно. Вот, ребят, ну, короче, у нас чуть-чуть не вышло, потом с баночек все раскидали, и, в общем, 10 банок. Ну, все-таки перловка разварится маленько, и как бы будет нормально. Считаю, будет нормально. Подержим, сколько мы, Ларис, подержим? Минут 40? Давай. Минут 40, 50, не знаю, ребят. 45, в принципе. Тут только перловка, а все остальное это что, готовится быстро. Ладно, ребят, что. Закрываем и заряжаем в автоклав. Частенько пишут, сидит, говорит, только, говорит, языком треплется, не помогает. Как не помогает, ребят? Видите? Опа. Прокрут. Ну, крышку надо другую попробовать. Вот видите, ребят, бывает, что вот прокрут, крышка или банка. Это тоже надо смотреть. Все. Отлично. Бабах. Заряжаем. Автоклав. Вот почему, ребят, 10, понимаете, да? Ну, хотя можно тут поставить одну 3-литровую, допустим. Все, закрываем и на огонек. Сейчас будем набирать температуру. Почему говорю тест, ребят? Потому что будем готовить именно на плитке. Сейчас вам все расскажу. Сегодня знаете, что хотим сделать? Мы будем готовить на дешевой китайской плитке и, ну, на баллоне, в общем, который берем в походы. Как раз затестируем, если, допустим, брать с собой автоклав в походные условия. Я, конечно, брал его с собой на рыбалку, но мы готовили на большом баллоне газовом. А здесь именно, если, допустим, вот как сейчас мы ездили в Астрахань, да, рыбу не сохранить, но если ее закатать сразу в тушенку, допустим, сколько это всего будет у нас выходить? Ну, плитка же много будет стоять, получается, работать. Сколько уйдет газа вообще? Ну, экономно это или не экономно? Так что давайте посмотрим. Так, ребят, у нас совершенно как раз новая плитка. У нас уже подобного плана таких плиток было. Это третья. Одна очень хорошо послужила. Но, к сожалению, вышла из строя, вся уже сгнила. А вторая у нас именно вот зажим, вот этот газовый, который идет. Книжка. Слушай, ну вот она вот прям похожая, да? Самое, что подкупает, ребят, идет кейс. Слушай, не открывается. О, все нормально. Так. Главное, чтобы работало. Что-то как-то хреново она держится. Саморез надо подкрутить. Ну, что, понятно, что дешман. Так. Новый баллон, ребята. Абсолютно новый, не заводской. У меня есть свои баллоны, которые закачиваем, заряжаем сами. Ну, чтобы было понятно, тест. Так, все, отлично.
Газ шумит. Слушай, ну нифига. О, и отскочила, отстрелила. И это хреново, блядь, она какая-то, то ли ее роняли. Хреново открывается, какая-то кривая. Ну смотри, что это несерьезно, блядь. Так, баллон зажали. Ну то, что она криво, походу, стоит из-за этого. И смотри, сразу откачивает. Фуфломицин, короче. О, видал? Сразу. Кажется, что-то из-за этого. Короче, не рабочая. Вот тебе и раз. Ладно. Попробуем на маленькой своей походной что-нибудь сделать. А эту повезем в магазин. Я думаю, нам поменяют. Каточек взял? Конечно. А упакуй тогда его, рис. Так, ребят, что, закипело у нас. Все. Сейчас мы основной клапан закрываем. И сейчас работает вот этот второй. И будет, получаться, работать аварийный клапан. Чтобы вы понимали, да, здесь 3 клапана у нас. Сейчас мы его прогнали, прокипятили хорошо в баночке. Обдали так паром. Отлично. Ну вот, не сразу уже как бы намираю, да, и сразу перекрываю. Нет, немножко прогоняю, минут 10-15. Вот, сейчас получается у нас он минут 40 уже вот закипал. Вот, сейчас зашумел второй клапан. И уже будет потом сбрасывать аварийный клапан. Соответственно, здесь, ребят, ну, избежание того, что взорваться, ну, скорее всего, к минимуму. Не знаю, у кого-то может когда-то что-то и случалось, но вот этот аварийный клапан он будет сбрасывать в периодичности, там, сколько-то времени излишки пара. Ну, сейчас у нас, ребят, сработает этот, и будем набирать уже 120 градусов и давление. И только тогда, ребят, поддержим 40 минут. Так что вот. Пока, ребят, все на одном баллоне. Ну, уже минут 40, получается, у нас плитка работает. Опять же, плитка плохая. Не очень она мощная. Ну, как-то так. Так, друзья, ну что у нас? Тест продолжается, так скажем. Готовим на походной плитке. Ну и у нас уже, ребят, 120 градусов и почти уже 1 баррель. Ну вот мы 1,1 доберем. И только после этого, ребят, будем засекать 45-50 минут. 12:55. В общем, с 13 часов, грубо говоря, да, как раз у нас начнется готовка нашего
блюда нашей заготовки. Вот. Вот, прям на глазах видно, поднимается. 120 градусов, 121 уже. Сейчас немножко уменьшим огонь и будем готовить 45-50 минут. Соответственно, ну, вот, грубо говоря, в 2 часа выключим. Все, ребят. Сухо, нужен дождь. В лесу тишина. На дворе у нас сегодня 18 ребятки, августа. Нужны дожди, и все начнется. Ребят, всем доброе утро. В общем, пришло время открыть автоклав. Ну, с утра уже сгонял в лес, ребята. Быстренько, пока все спят. Смотался, посмотрел. В общем, в лесу делать нечего. Ну вот сегодня как раз дождь. Вообще вот с сегодняшнего дня у нас вся неделя дождливая. В общем, я думаю, после вот этой недельки дело пойдет. Как раз вот начался дождь. Сегодня целый день по прогнозу. Похолодало на 6 градусов сразу. Ну, в общем, такие дела. На севере, ребят, это резко. Вчера в шортах, сегодня уже одеваем что-то покрепче. Так, ну что, давайте посмотрим, ребят, что получилось. Так. Поехали. Паучок пока в сторону. Пока в сторону. Так, ребят, по нашему тесту. В общем, я вчера пристраховался и поставил новый баллон. Ну, думаю, мало ли. Короче, здесь полбаллона, ребята. И здесь полбаллона. Соответственно, вот приготовили мы блюдо, так скажем, да, неважно, консервы, мясо. Ну, на охоте, да, непосредственно в палатке, на избушке. 10 банок тушенки. Если добыли там бобра, лося или консервы, то у нас ушел бы 1 баллон. Ну, вот, заводской. Баллончик 71 рубль, покупал в светофоре. Вот. Если бы заправлял сам, ну, рублей 15 будет, 20. Соответственно, я думаю, экономично брать такую вещь в тайгу, в походы. Я думаю, здорово. Даже если вот покупать баллончик, ну, 70 рублей, ребят, я думаю, это копейки по сравнению с тем, что у вас пропадет рыба или как бы вы ее не можете сохранить. Ну, это так, я для себя какой-то там эксперимент, знаете, там, вот, допустим, если ехать на большую поездку, там, на 10 дней, соответственно, вечером поставил, да, вот так, пускай она стоит. Утром сняли 10 баночек, запаковали, убрали в контейнер. Ну, уже баночка, ничего у нас там не страшно. Баночки уже у нас доедут по-любому. Так. О, огонь, ребят, смотрите. Все четенько, перловочка готова. Водичка вся у нас. Отлично. Сейчас я достану, ребят, все это спокойненько. Где-то какой-то подтек все равно, смотрю, есть. Какая-то баночка. Какие-то нормально, какие-то подтекают.
Отлично. Сейчас я все достану, ребят, и будем пробовать. Так, ребят, ну что, попробуем. Я уже ее открыл, чтобы вы понимали. Ну, что пробовать, как говорится. Это у нас же не какое-то конкретное блюдо, а заготовка к основному блюду, да? Она еще сомневалась, что перловка не будет готова. Ребят. Тут переготовлено, мне кажется. Мне кажется, даже сильно подержали. Короче, 50 минут, ребят, до хрена. Вкусная штука. Надо намного меньше. Видите, ребят, перловочка просто каша. Ну, огурчик наблюдаем. А вот морковочка, ребята, в кашу. Так, ребят, ну что, ну немножко переварили, да. Надо не забывать, что когда автоклав закрываем, то бишь выключаем огонь, он еще готовится какое-то время. Что-то как-то мы борщанули. Ну ничего. В готовый суп, ребята, это как раз уже при выключении добавил, и все отлично. Вкусная такая вещь. С хлебом, знаете, как закуска. Красота, в общем, ребятки. Ну что, сезон заготовок, ребята, только начинается. Я думаю, будем заготавливать в этом году очень много. Ну и по возможности будем вам показывать. Если, конечно, вам интересно, давайте с нами, ребята. Ну а кто еще не приобрел такой автоклав, друзья, давайте, наверстывайте. Ссылочка в описании. Вся информация и небольшая скидка по промокоду Дрюня, ребятки. Так что все, будь добру, готовим вкусно дома. Настоящее, здоровое. Готовим сами. Это самое главное, ребят. Все, связь. Не приготовится, не приготовится. Это же автоклав. Он готовит все.